Здравствуйте, это программа «Ингушетия сегодня» и я, Амир Кукурхоев. Наша республика входит в список самых экологически чистых регионов России. Но, несмотря на это, в республике существует проблема загрязненности мусором. Мы часто видим на улицах городов и сел нашей республики стихийные свалки. Что это? Безответственность чиновников или нечистоплотность населения? Ответы на этот и другие вопросы мы будем искать сегодня в нашей программе, посвященной экологии. В нашей программе принимает участие Изабелла Евлоева, журналист, Карина Ганиева, начальник отдела санитарного надзора Управления по Республике Ингушетия Роспотребнадзора, Юсуп Измайлов, начальник управления государственного экологического контроля Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам, Мухарбек Пугоев, начальник отдела водных отношений Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам, и Муса Таршхоев, начальник отдела экологической экспертизы и нормирования Управления Росприроднадзора по Республике Ингушетия. Я вас приветствую в нашей студии. И первый вопрос к вам, как представителям Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам. Как обстоят дела в нашей республике в сфере экологии? Можно ли считать, что наша республика экологически благоприятна? Об этом можно сказать в силу того, что у нас на территории Республики Ингушетия отсутствуют такие крупные предприятия, промышленные предприятия. Такие крупные техногенные объекты, особого такого акцента на ухудшение экологии у нас нет. Единственный у нас загрязняющий фактор – это транспорт и коммунальные отходы, с чем мы активно ведем борьбу. В принципе, как вы знаете, уже Ингушетия входит в один из чистых субъектов Российской Федерации. В прошлом году мы занимали 2-е место, в этом году заняли 1-е место. В дальнейшем будем держать марку. Юсуп, а кто составляет этот рейтинг самых чистых регионов? Основной рейтинг составляется Минпрода России. То есть государственный орган ведет рейтинг? И общественные организации при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Вы сказали, что в республике отсутствуют крупные заводы, да, промышленные объекты. А вот влияние выбросов автомобильного транспорта насколько велико в нашей республике? В принципе, тоже не очень велико. У нас по сравнению с другими субъектами в целом по России не очень большое количество автомобилей. Тем более у нас сам ландшафт, сама природа, она как бы сама очищается. Способствует тому, что у нас уменьшается тот эффект загрязнения. То есть гордый ландшафт, да? По информации, которую нам представляет статуправление и гидромет, у нас особых таких превышающих, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе нет. Сегодня в республике стоит острая проблема, о которой мы сегодня будем так тщательно говорить. Это проблема мусоросвалок. Да? То есть свалки в республике, они такие неогороженные, часто они горят, очень такие вопросы возникают, часто такие вопросы возникают. И я бы хотел, чтобы мы сначала посмотрели отрывок из передачи, которую подготовила Изабелла. Внимание на экран. Давайте. Здесь нашли свой последний приют и эти несчастные животные. Судя по всему, они сюда попали из скотобоин республики. Вопреки требованиям, предъявляемым к устройству и содержанию полигонов, на свалке, как мы видим, допущено складирование трупов павших животных и ветеринарных конфискатов. По закону они подлежат захоронению в могильниках или сжиганию в специально отведенных местах. Ну а контроль за тем, чтобы они сюда не попадали, лежит на Роспотребнадзоре. При нашей проверке это мы не устанавливали. Мы выезжали, брали отборовые проб по этой данной свалке, выезжали, проводили, вместе с этими жителями, которые жаловались, вместе выезжали, все это отбор проб брали, предъявляли, и штрафовали их неоднократно. Но там, знаете, ситуация такая, что и директор, у нее финансирование, ссылался на то, что у него нет финансирования такого. В принципе, картинка видна, не самая из приятных. Расскажите, как с этим борются государственные органы? Кто является уполномоченным работать с этим? В принципе, данная картинка ясна. Существование этой проблемы нам давно известно.
Вот эта свалка, которую я вижу, если я не ошибаюсь, она находится на территории Гамурзиевского муниципального округа. Данная свалка до ноября прошедшего года являлась санкционированной, имела лицензию, но в связи с истечением срока этой лицензии, истечение срока эксплуатации, данная свалка, то есть рекомендовано к закрытию. То есть в прошлом году в составе комиссии с заместителем председателя правительства, Комэкологии, представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, был осуществлен выезд на это место, и было рекомендовано приостановить деятельность данной свалки, рекультивировать ее в соответствии с природоохранным законодательством и осуществить вывоз коммунальных отходов в другое место, то есть определить место. А определено место в другое место? Да. В дальнейшем по поручению главы Республики Ингушетия, по поручению правительства Республики Ингушетия была обследована вся территория Республики Ингушетия. Определено 3 места. Это в Малгобекском районе, это в Назранском районе, это в Сунжском районе. В этом направлении работа уже ведется. Насчет ответственности, то есть федеральным законом об отходах производства потребления и об охране окружающей среды и об законе 135 о местном управлении, данные полномочия отнесены к ведению муниципального образования городов и районов. То есть муниципальное образование района, администрации и города несет ответственность за утилизацию, за хранение и складирование вот этих отходов. К ведению администрации сельских поселений и городов отнесены полномочия по организации сбора и вывоза. То есть ненадлежащее исполнение вот этих полномочий в сфере обращения с отходами производства потребления, сейчас это называется коммунальные отходы, администрациями муниципального образования городов и влечет за собой вот такое вот нарушение, вот такую вот ужасную картину. Чем объясняют муниципальное образование то, что так происходит? Ну, в первую отсутствие очередь, финансирования? Вы знаете, в первую очередь это картина, то есть аналогичная картина это и в соседних субъектах. Везде, где люди живут. Нет, это продукт же здесь человека. Да. То есть мусор. Он... Сегодня образование вот этих стихийных свалок связано с тем, вот как у нас был перестрой в 90-х годах. Во время Советского Союза основной вид образования отходов это была то есть биологические отходы и была упаковка, древесная упаковка. То есть это была бумага и древесная. То есть она сама... Да, стеклянная, да. Да. И в то время у нас были организованы вот пункты приема, там, стеклотары, там, макулатуры. Вот отсутствие вот этих механизмов сегодня приводит к образованию вот этих свалок. Понимаете? Сегодня, перейдя вот на рыночные отношения, вот российский рынок, он захламлен вот этими упаковками из полиэтилена. Да, полиэтилена. Мы, в принципе, понимаем, это глобальная проблема, это не только проблема Ингушетии или России, это глобальная проблема. Смотри, если мы хотим бороться, то в первую очередь нам надо обращать внимание на экологическую упаковку. То есть приходить к тому, образовывать такие механизмы или гранты тем, кто делает акцент на экологическую упаковку. Почему эту тему подняли первую? Потому что буквально вчера был сигнал из Альтиева. Люди жалуются на то, что опять там возгорание, и это дым. Знаете, там рядом построен новый городок, да, новый поселок за каналом, да, и там люди живут и каждый день вдыхают. Мы потом послушаем. Данная территория, она не относится к Альтиеву, она относится к Гамурзиево, но она граничит с сельским поселением Альтиева. Сегодня должны быть администрацией, должны быть приняты меры по закрытию этого объекта и по ее рекультивации. Насколько мы туда выезжали, там уже появился даже забор. По-моему, эти земли сейчас будут или раздавать, или там, я не знаю, что с ним будет делать, под ИЖС. Но в любом случае, перед тем, как это раздать или там организовать что-то, нужно сделать рекультивацию. То есть надо провести рекультивацию в соответствии с природоохранным законодательством. Земли там уже распределены под ИЖС. Изабелла, вы там были на месте, делали вот этот репортаж. Скажите, какая картина там была? Ну, ситуация такова, что люди там живут близко достаточно, очень близко. К тому же там пасутся коровы, которые жуют эти отлетающие пакеты, и впоследствии эти коровы и крупный рогатый скот, он умирает. Свалка постоянно горит, что мешает местным жителям. И у меня спецрепортажи об этом говорят и дети, и... Ну, горит до сих пор, и вчера был сигнал. Когда я поехала в администрацию и спросила о причине возгорания, это было в феврале, мне сказали, что сейчас жарко, и поэтому свалка сама загорается. То есть это абсурд полный.
И по поводу того, что вы предлагаете использовать органическую упаковку, это невозможно. Вы понимаете, что пластик – это всемирная тенденция. И у нас нет производства для того, чтобы мы сами производили, сами упаковывали в органическую упаковку и продавали этот товар. То есть это не решение проблемы. Да, я согласна с тем, что это проблема повсеместно. То есть везде есть свалки, но под свалки специально отведены места, и они не граничат с жилыми домами. Там рядышком построилась поликлиника, там детский сад. То есть это район новый, который застраивается. Позвольте возразить. Да. Данная свалка, она существовала на протяжении десятков лет. Дело в том, что земли, когда вот они раздавались, свалка, она существовала на этом месте. Есть такое понятие территориальное планирование, да, территории. Соответственно, администрация должна была учесть тот факт, что там есть объект, то есть, да, свалка, мусоросвалка. Соответственно, они должны были учитывать тот факт и сохранять санитарно-защитную зону от этой свалки. А сколько метров? 1000 метров. То есть 1 километр от этой свалки? Не менее 1 километра они должны были там соблюдать. Ну там это все рядом, да, Изабелла? Да. Ну, как известно, да, вот это не было соблюдено. И сегодня, как бы там ни было, если уже земли раздали, то, соответственно, надо принимать меры по ликвидации. Уже они приняты. То есть в дальнейшем уже это за администрацией. Я сказал об упаковке как один вид борьбы то есть борьба с отходами или улучшение экологии – это комплексный подход. В плане профилактики у нас уже недавно у нас была работа в рамках утвержденного плана номер 73 от 24 марта главы Республики Ингушетия. Данный план включал в себя комплекс этих направлений по выявлению этих несанкционированных свалок, по их ликвидации, по организации этих мер недопущения вновь, чтобы они не образовывались. То есть за 2014 и 2015 год было выявлено свыше 100 свалок, 128, если точнее. Это несанкционированные места размещения отходов. Из них на сегодняшний день осталось только 11. 16 из них определены под временное размещение отходов. То есть у нас в Республике Ингушетия нет мест санкционированного размещения отходов. То есть нет санкционированной свалки и нет полигонов твердобытовых отходов. Соответственно, что надо делать? Надо уходить из ситуации. Поэтому принято решение организовать таких крупнонаселенных места временного размещения отходов. То есть они будут собираться там. То есть временные до того момента, пока появится... До того, как будет построен полигон. И сегодня мы в этом направлении работаем с участковыми службами, есть разработан план экологической безопасности, проводим работу с населением, то есть доводим до населения, что на территории сельского поселения определенное место, что надо выбрасывать туда, а не как попало. И лиц, которые размещают отход в неположенном месте, мы привлекаем к административной ответственности посредством привлечения инспекторов. В дальнейшем у нас, к сведению я скажу, уже начата работа комитетом по поручению главы Республики Ингушетия по привлечению инвесторов республики. То есть была встреча с российскими общественными организациями «Зеленая Россия», и было заключено соглашение, ряд соглашений, и одно из соглашений у нас это будет строительство полигона и сортировочного комплекса на территории города Карбулак. Это тот самый мусороперерабатывающий завод, о котором... Это будет полигон по захоронению складированных отходов и сортировочный комплекс рядом будет. То есть переработки там не будет? Переработка, она в дальнейшем планируется. То есть для того, чтобы спасти ту ситуацию, которую мы сейчас... То есть мы сейчас как бы очистили, да, ситуацию. Чтобы она не разрасталась, надо срочно принимать меры, чтобы было место, где их складировать. И вот этот полигон, посредством этого сортировочного комплекса, мы будем продлевать его срок действия на 50%. В дальнейшем, как только появятся подходящие технологии по переработке, мы, конечно, будем привлекать, будем, конечно, внедрять. Но до сегодняшнего дня через комитет их прошло сотни. Каждый приходит с проектом, но действующего конкретного завода по переработке всех видов отходов я еще не видел. То есть на юге России есть мусороперерабатывающие? Есть слухи, что где-то в Московской области есть, что где-то в Ярославле есть, но конкретно до сих пор я лично эффективного завода по переработке всех видов отходов еще не существует. За границей есть опыт. Ну, только за границей, да. Ну, почему мы не можем его перенять? Я понимаю... Были попытки привлечения инвесторов, но
опять же, я скажу, вот на примере Канады, да, была привлечена такая фирма, как только дело дошло до проекта сметной документации, то оказалось, что у них там установка не работает, того нету, то другого нет. То есть конкретного завода нету. Есть там мусоросжигающие, есть другие, но всех видов отходов комплексного еще нету в природе. То есть есть проекты. Я надеюсь, что в дальнейшем появится. Как только это появится, мы будем это иметь в виду и будем внедрять данные технологии на территории Республики однозначно. Я думаю, что мы не должны ждать идеального комплекса, который будет и экологически чистым, и перерабатывать, и так далее. Я думаю, достаточно того, что можно сортировать мусор из пластиковых отходов, делать тазики, ведерки, как это делается в других местах, органические перерабатывать и так далее. То есть, если мы будем ждать идеального завода, то человечество вообще может... Я, по-моему, об этом сказал, что у нас планируется строительство полигона рядом с сортировочным комплексом. Соответственно, я имею в виду перерабатывающий завод. Конечно, перерабатывающий, то есть он не является перерабатывающим, то есть это будет сортировка. В дальнейшем мы будем реализовывать... Какие сроки это То есть это будет инвестор, и инвестор будет сам, реализовывать свою продукцию, находить... Понимаете, дело в том, что когда вот я делала эту передачу, это было еще в начале года, мне вот отвечали то же самое, но прошло уже полгода, и ситуация не сдвинулась с мертвой точки, а за это время наносится значительный экологический ущерб. Вы знаете, это вам так кажется, что мы не сдвинулись с мертвой точки, но я так думаю, что мы давно сдвинулись с мертвой точки. Проблема именно горящей свалки, она решается? Проблема горящей свалки, это как действительно есть насколько я знаю, трудно фактор самовозгорания, глубинного возгорания, есть сам фактор, то есть человеческий, да, поджог. Естественно, тут должен быть, опять же, тот же самый надзор, муниципальный надзор, понимаете? То есть в коммунальных отходах там вот сконцентрировано вот несколько направлений надзора. Это есть экологический надзор, это есть санитарный надзор, это есть муниципальный надзор, это есть надзор по линии МВД, участковых инспекторов. То есть, если каждый будет заниматься своим делом, конечно, мы будем выявлять и привлекать административную ответственность. Ну вот я предлагаю послушать жителя Альтиевского округа муниципального. Постоянно тут, когда ясная погода, вот, когда ветер, оттуда дым этот проходит. Если больному человеку, она вообще сильно мешает. Ну вы поспрашивайте, здесь люди живут, здесь и старики живут. Домов здесь мало, конечно, но если еще больше людей будет, тогда вообще большие проблемы будут у людей. Давно ее надо. Ну вот вы сами посмотрите. Раньше на той стороне она была. Сейчас сюда заходит уже потихоньку. Ну отсюда видно. Раньше не было ее видно. А сейчас отсюда видно ее. Что я могу сказать? За себя мне мешает. Летом вообще страшно. Страшно дышать не надо. Я вообще не курю. И вы представляете, я уже пассивный курильщик. Муса, следующий вопрос к вам. Расскажите, вот организация, да, Росприроднадзор следит за тем, чтобы в нашей республике вот таких ситуаций было меньше. Расскажите, вот, какие мероприятия вы проводите? Наша служба, управление наше федеральное, управление Росприроднадзора по республике Ингушетия, у нас федеральный экологический надзор. Вот в данном случае вот Назрановская городская мусоросвалка. Действительно, это то, что происходило полгода назад. Вот данная картина, она ничуть не улучшилась. Вот по нашей линии вот выезжал наш инспектор вот, Арчаков, начальник отдела госконтроля. Он проводил там проверку, там наложили там санкции, оштрафовали там руководителя. И мы предупреждали, что 1 декабря заканчивается лицензия на эту мусоросвалку. Но сама картина, она не соответствует ни одному требованию экологического надзора. Мало того, что там уже жилищное строительство подошло близко, и в том числе очень вредно для местного населения, жилой массив подошел очень близко к данной свалке. То есть свалка уже была на этом месте давно? Она она имела лицензию, была санкционированная, но с 1 декабря она уже не санкционированная. Она без документов, отсутствует всякая документация там. Там неоднократно выдавались предписания. Она, по-моему, на балансе администрации города Назрань. Юридическое лицо, владелец этой мусоросвалки, это
санитарное состояние города, да, муниципальное унитарное предприятие. И сегодня она, конечно, очень большой вред наносит. Ну, единственный выход – ликвидировать свалку, рекультивацию провести, привести в надлежащий вид все это дело. А на самом деле для нашей республики стоит очень острая проблема. Тем более у нас территория маленькая и все скучно, да, население. Размещение отходов – это очень большая проблема. Можно вопрос? А что значит санкционированная свалка? Я хотела бы, чтобы вы объяснили телезрителям. Ну, санкционированная свалка, вот если чисто по-народному сказать, фактически санкционированная – это значит, она имеет правоустанавливающую документацию, разрешение. Там порядка 10 требований, которые предъявляются к такому полигону. Она должна быть огорожена? Она обязательно, вот по линии Роспотребнадзора, там санитарно-защитная зона должна быть. Вот этот объект должен иметь лицензию на право размещения и обращения с отходами. При формировании, когда закладывается вот такой объект, он в народе называется замок, а на самом деле это до 3 метров слой глины. Дно закладывается, чтобы не просачивалось, не загрязнялись грунтовые и подземные воды. Вокруг он должна быть огорожена и должна иметь подъездные пути, освещение, охрана, там очень большие требования. А вот в отношении этой свалки была эта защита применена именно для грунта? То есть то, что она была санкционирована до 1 декабря прошлого года? Данная свалка, вот когда мы хотели ее узаконить, выдать, продлить лицензию, на эту свалку на сегодняшний день вот, владелец этой свалки, они не имели никакую документацию, проектно-сметную документацию не имеет эта свалка. И она фактически не проходит ни по одному пункту требований. Муса, вы знаете, у нас в гостях были представители администрации города Назрани, и они говорят о том, что в самом городе проблем уже меньше становится. То есть была организована частная фирма «Чистый город», и проблема спора мусора, она уже решена. Ну, и возникает проблема, куда его утилизировать. Да, куда его. То есть, если эта мусоросвалка сегодня будет закрыта, где будет создана новая? Сегодня имеется целевая программа, она вот утверждена, согласована правительством нашей республики. Основным этим разработчиком является комитет по экологии. Но по этой программе предусмотрены 3 полигона строительства на нашей территории. Если вот построить вот эти 3 полигона, которые будут соответствовать всем требованиям экологического законодательства, то проблема будет снята. Но вместе с тем рельеф нашей территории, республики, сама территория, она позволяет выбрать оптимальный вариант полигона, где можно с наименьшими затратами обустроить с отдаленностью от населенного пункта, чтобы она людям не мешала, эта свалка. Ну, должна разработана быть документация, все остальные необходимые эти требования должны быть соблюдены. И необходимо создать 3 полигона. По-другому мы не решим. Ну, о том, что нам говорил Юсуп, да? Это в каждом районе, крупном районе. Вот создать 3 полигона, они снимут проблему. Но данная свалка, она в любом случае должна быть закрыта. Она... В ближайшие годы эта проблема будет решена? Ну, в принципе, должно быть. Мы уже определились, по-моему, 3 точки уже. Работа ведется, поэтому. Да. Но экология – это не только мусор, да? Мусор – это то, что мы видим, то, что мы каждый день наблюдаем. Чисто не там, как бы это банально ни звучало, где убирают, а там, где не мусорят. И здесь, конечно же, важно то, что население само должно следить за чистотой. И вот к тому, что я сказал, у нас в Ингушском государственном университете, насколько вы знаете, у нас есть экологическая бригада. Студенты тоже, так же, как и государственные органы, помогают в решении этих проблем. Кроме этого, мы знаем, что есть активисты движения «Чистая Сунжа». Вот об этом я бы тоже хотел, чтобы нам поставил режиссер сюжет. Внимание на экран. 8 часов утра. В то время как большинство их сверстников, студентов, пользуясь каникулами, спят дома, волонтеры проекта «Чистая Сунжа» наводят чистоту на берегах родной реки. Частым субботникам не мешает ни пост, ни жара, когда столбики термометров поднимаются за 30. Видимо, желание сделать родные места лучше вдохновляет на благое дело. А дел на берегу хватает. Сельское поселение Орджоникидзевское готовится стать городом Сунжа.
Да только некоторые из будущих горожан будто упорно борются за то, чтобы главной достопримечательностью пятого города Ингушетии стал мусор. Вот, например, мусорный шлагбаум. Видимо, все это здесь для равновесия. А поток бутылок от спиртных напитков у берега реки не становится меньше даже в месяц Рамадан. Изменить ситуацию пытаются местные студенты. 2-3 года назад с узким кругом друзей бились за то, чтобы эту реку не загрязняли. И потом мы заметили, что она нас никак не обращает внимания, как бы не воспринимает нас всерьез, и решили создать такой проект. Проект на стадии реализации уже как месяц. Мы работаем, делаем все, что можем. Пока у нас идет первый этап, то есть это этап уборки, проводим субботники и по четвергам работаем, весь мусор убираем как можем. Муниципальные власти такие акции одобряют и помогают блюстителям чистоты с мусоровозом. Ведь чтобы увезти такое количество пакетов на легковой машине, пришлось бы сделать пару десятков рейсов. Идущие мимо прохожие искренне удивляются такому порыву со стороны молодежи. Если бы каждый из нас хотя бы в каждом населенном пункте были бы такие люди, было бы меньше вот таких загрязнений. Чтобы единомышленников стало больше, Зурабзейтов создает группы в соцсетях. Подписчиков в Инстаграме и ВКонтакте у них уже много. Но тех, кто реально приходит на субботники, пока всего 8 человек. После нашей уборки мы вывешиваем такие наклейки, чтобы в будущем никто не садил на этом месте. Несколько часов работы, и глаз вновь радует свежесть природы и чистота реки. Но если завтра здесь вновь будут валяться пузырьки от тройного одеколона и остальной мусор, для ребят это не будет сюрпризом. Удивляет лишь то, что у молодых людей из раза в раз не опускаются руки. И комментировать, откуда такое желание бороться с тем, что, казалось бы, невозможно изменить, они отказываются. Не хочется это на камеру говорить. Хотя понятно и без слов, что движет ими не что иное, как любовь к родине. Ведь именно в таких делах она проявляется по-настоящему. Ну, то, что касается водных объектов, на территории Республики Ингушетия у нас расположено 4 федерального значения. Это река Аса, Арамхи, Камбелеевка и Сунджа. А остальные 16 водных объектов – это у нас водные объекты регионального значения. Это Назранка, Кенч, Яндырка, Ачелучка, Иерусалимка есть у нас такая река. Ну, всего их 16 штук. То, что вот такие вот ребята проводят такие акции, это конечно, такое надо приветствовать. Тем более добровольно. Да, тем более, если добровольно все это делается. С 2009 года вот эти есть полномочия Российской Федерации, которые переданы субъектам Российской Федерации. Это имеется в виду противопаводковые мероприятия, предоставление водных объектов на основании договоров и решений, и мероприятия, которые выполняются тоже за счет субвенции на охрану водных объектов. В течение вот этих 5 лет вот те региональные водные объекты, эти 16 водных объектов, у нас водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы этих водных объектов у нас установлены и закреплены на местности информационными знаками 100%. Такого показателя в России нет ни у одного субъекта, даже у Москвы. Даже вот в этом году в прошлом году мы уже разработали проектно-сметную документацию. Это мероприятие тоже направлено на охрану водного объекта. Это река Камбелеевка у нас. То есть проектно-сметная документация уже есть. И в этом году разыгран тендер, определился подрядчик, и они сейчас должны изготовить и установить информационные знаки. Что это значит? Устанавливается размер прибрежной защитной полосы водного объекта, потом размер водоохранной зоны водного объекта. Это устанавливается в зависимости от протяженности водного объекта. Если протяженность до 10 километров, то прибрежная защитная полоса 5 метров, а водоохранная зона 50 метров. Если более 10 километров и до 100, это уже 100 метров водоохранная зона и 50 метров прибрежная защитная полоса. Устанавливаются знаки. На знаках указывается такой текст, что вот законодательством Российской Федерации в данной зоне, водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта запрещается любая хозяйственная или иная деятельность. То есть это имеется в виду, там запрещается распашка земли, строительство, любое строительство, даже ИЖС.
не говоря там про объекты какие-то, заводы, фабрики там, или еще что-то, это запрещено. Водный объект, он должен быть, вот береговая полоса, это и водоохранная зона, да, это, они должны быть свободны. Но у нас вот, в основном на всех реках впритык построены дома. Это не соответствует еще с прошлого века, еще давно это все это идет. Сейчас там людей выселять это вообще нереально. Поэтому в силу и в меру своих возможностей и полномочий, конечно, мы ведем работу, направленную на охрану этих водных объектов. Проводятся проверки. Проверяются не то, что юридические лица, которые расположены в водоохранных зонах, проверяются и граждане, и индивидуальные предприниматели. Принимаются к ним меры административного характера. Материалы, которые составляются, если по подведомственности, направляются в Росприроднадзор. Это касается рек федеральных, там Аса, Сунжа, Камбелеевка. Ну, вот такие моменты. На сегодняшний день какая у нас проблема? Такая самая основная проблема – это очистные сооружения. В целом, в основном, все очистные сооружения, которые построены, которые на сегодняшний день у нас в республике функционируют, они не соответствуют тем требованиям. Это канализационные, да, очистные сооружения? То есть очистка канализации и, соответственно, идет сброс в водные объекты. Это у нас город Магаз, вообще плачевная ситуация у нас с очистными сооружениями города Назрань. Вот в этом году там уже начато строительство канализационного коллектора и начата реконструкция очистных сооружений. Уже там подрядчик определился. Ну, в этом плане, если говорить, то есть муниципальное образование, есть администрации городов, районов, которые несут непосредственную ответственность именно за эти очистные сооружения. Мухарбек, то есть получается, что основные претензии это государственным органам или к муниципальному образованию, да? То есть имеется в виду... Да, вот все время, вот мы делаем проверки, в основном кого мы наказываем, ответственность за тот или иную территорию, за ту или иную территорию или за тот или иной объект, это администрация. То есть у нас есть администрация, да, на подведомственной организации у них водоканалы, да, у водоканалов до баланса находятся вот эти очистные сооружения. Соответственно, и канализационные коллекторы. Они должны следить за их состоянием, они должны по большому счету, их, чуть ли не каждый год их надо модернизировать. Те стоки, которые сбрасываются в водные объекты, это, они должны быть... Ну, вот сегодня это актуально из-за летнего периода. Люди в реках у нас купаются, и это говорит о том, что они экологически нечистые, да, в нашей реке? Сказать, что у нас, если есть отборы проб, проводятся анализы соответствующие, то есть сегодня это называется исследование воды, сбрасываемой, делаются отборы проб, но у нас вот именно в реке Назранка умеренно загрязненная. Есть река Сунжа? Река Сунжа, но это уже, наверное, Муса скажет. Можно ли купаться в реке Сунжа сегодня? Насколько это небезопасно? По загрязненности, если посбрасываем сточным водам, конечно, сверхпревышающие предельно допустимые концентрации, как таковых сбросов нету. Если бы эти очистные сооружения будут работать в нужном режиме, то будет предел допустимых концентраций. Но вы советуете есть залповые аварийные сбросы, или минуя очистные сооружения, когда происходит при аварийных случаях, вот тогда действительно загрязняется река в большом объеме. Можно я добавлю? Вот если взять сельское поселение Орджоникидзевское, в будущем город Сунжа, я сама была свидетелем, вот Банный мост, там есть такой мост, который называется, вы проезжаете по этому мосту, и видно, как люди просто, трубы у них выложены, и прямо в речку стекают стоки, и канализационные, и в общем все. То есть прямым ходом это в речку Сунжа все это стекает. А в частном порядке, я думаю, никто не ставит очистные сооружения? Нет. И понятно, что вот на местах не решается этот вопрос должен решаться глобально, и городская канализация должна быть проведена. Таких примеров очень много. Вот, да, очень много таких примеров. Это не то, что на Сунже. Просто я видела на Сунже. Там, где вот Банный мост, это тоже то самое, это наблюдается и на Назранке. Хотя вот буквально месяц назад мы там сделали по поручению правительства обследование реки Назранка. Там вот мы не увидели ни одну трубу выведенную. Единственное, там был на тот момент Гамурзиевский коллектор канализационный. Оттуда напрямую сбрасывалась канализация. Вот мы
наткнулись на это дело, мы приняли соответствующие меры в отношении водоканала города Назрань, и там вынесено административное постановление о назначении административного наказания в размере 80 тысяч рублей. Но они немедленно устранили это нарушение. Есть такие моменты. Конечно, мы ведем работу и в отношении граждан, тех граждан, которые с территории, с домовладения, которые выведены трубы, к ним тоже применяются штрафные санкции. Получается так, когда вот бывает, что мы с участковыми выезжаем на такие места, мы получаем данные паспорта, чтобы составить протокол об административном правонарушении, нужны паспортные данные. В основном у нас это кто? Пенсионеры. Вот такая у нас ситуация, но сказать, что у нас с каждым годом у нас все улучшается. А вот питьевая вода в республике, она откуда? То есть это не Сунжа, как вот смотрите, у нас в республике Ингушетия из поверхностных водных объектов, поверхностные водные объекты, это у нас реки, родники. То есть из рек забор воды, очистка и подача, вот, централизованного водоснабжения, такого нет. То есть у нас подземная пресная вода. У нас есть 85% территории республики, то есть населения республики, вода им поставляется через централизованное водоснабжение. Есть определенные горные села, где вот они делают забор воды для питьевых нужд, хозяйственных нужд. Это они делают каптажи с родников. Вот эта вода собирается там какими-то кустарными способами или еще что-то. Вот такая ситуация. То есть боятся, что река Сунжа попадет нам в кран? У нас такой необходимости на сегодняшний день. Но это радует. А вот другой момент, да? Вы говорите, что из поверхностных водоемов воду для питья не используют. Но есть другая проблема. Самостоятельная прокладка канализации дома и роют вот эти ямы канализационные, и очень часто доходит глубина до слоя щебня. И они же в жидкости проникают, и не происходит ли загрязнение? Попадают ли эти нечистоты в грунтовые воды? Да, да. Ну вот смотрите, чтобы вот это доказать, вот у нас есть, сколько у нас водозаборов в республике? 6 водозаборов, на которых у нас пробурены скважины, добывается оттуда вода. И вот водозабор Орджоники, допустим, Насыркорский водозабор. Все эти скважины, они на балансе, опять же, Назрань водоканал. У них есть соответствующая лицензия, да, на добычу, это уже геология. Соответственно, они должны вести анализы воды. У них должен быть производственный экологический контроль на таких предприятиях, в таких организациях, обязательно это должно быть. А соответственно, они по подведомственности вот эти отчеты предоставляют в Росприроднадзор, есть отчеты, которые предоставляются в Роспотребнадзор. И соответствующие вот эти, у нас есть такой территориальный отдел Роснедр, есть территориальный отдел Западно-Каспийского бассейна водного управления. То, что по линии комитета, в части касающейся комитета, мы предоставляем водные объекты в пользование на основании договоров и решений. Это имеется в виду. В основном у нас договора выдаются на забор и изъятие водных ресурсов из водных объектов таким предприятиям, которые в основном это у нас самая основная большая доля, это те предприятия, которые занимаются промывкой песка, щебня, то есть которые продают для строительных нужд вот такие материалы, это инертные материалы. Вторым у нас идут договора на забор воды для розливой воды. Это у нас есть один водопользователь в Ачалуках, 3 водопользователя у нас в Джайрасском районе есть. И один водопользователь у нас уже появился, оформлен договор с этим водопользователем, это уже город Карбулак. То есть тоже там. По их отчетам, которые они нам предоставляют, соответственно, у них есть договора на проведение вот этих исследований воды, анализов, как говорят в народе, превышающие предельно допустимые концентрации тех или иных загрязняющих веществ в этих отчетах нет. За этим постоянно ведется контроль. Боятся того, что вот это смешение вод произойдет? Не вот сказать, что вот эти воды, которые вот и выгребные ямы, на самом деле люди строят там в прилегающих территориях или во дворе, говорят, что попадают ли эти воды в грунтовые воды. То есть в народе такие разговоры попадают ли в те горизонты, из которых мы добываем воду и используем. Таких доказательств нет.
Ну а проводилась ли независимая экспертиза по поводу там, экологического состояния республики, тех же грунтовых вод или там всего остального? Не проводилось ведь? И этот вопрос к Роспотребнадзору. По поводу питьевой воды у нас проблема с жесткостью, как мы все знаем, и также микробиологические проблемы тоже существуют. А сточные воды, да, там уже как бы не обсуждается. В любом случае эти воды не соответствуют требованиям нормативных документов. То есть сточные воды это это речку? Да, да, как бы именно, как мы правильно, как бы мы все знаем, что именно в горной местности, да, та же река Аса, у них как бы состояние у этой реки намного лучше, чем уже внутри населенных пунктов, городов и районов. Намного лучше или хорошая? Хорошая вода, да. Можно ли из Асы пить воду, вот прямо брать и пить? Нет, прямо брать и пить нет, конечно, потому что микробы в любом случае поступают в горную воду, в горную местность. Поэтому в любом случае эта вода должна обрабатываться. А вот если говорить о родниках различных, с которых забирают воду родники, в нашей республике? Да, часто очень проводится тоже лабораторный контроль. У нас родники практически Карина, насколько вот часто это происходит? Потому что эти же инфекции не могут возникать, да? Насколько контроль часто именно проводится? На родниках. Каждый квартал. Вот мы все знаем, в Барсуках есть родник, из которого все проезжающие машины останавливаются и берут воду. У нас есть очень много нормативных документов, на основании которых мы отправляем в Федеральную службу города Москвы результаты наших лабораторных исследований, питьевая вода и так далее. Поэтому каждый квартал проводится лабораторный контроль, и по мере поступления обращений жителей Республики Ингушетия, если возникают какие-то проблемы или сбои в системе водоснабжения, канализации, то специалисты Роспотребнадзора совместно вот со специалистами Росприроднадзора, экологи совместно выезжаем и проводим внеплановые рейдовые мероприятия. Тут же сразу специалистами Центра гигиены и эпидемиологии отбираются пробы воды, питьевой либо не питьевой воды, проводится контроль. Все результаты лабораторных исследований каждый квартал направляются в Федеральную службу города Москвы, поэтому этот отчет ведется ежеквартально. Карина, вот актуально лето, да, все покупают арбузы. Продукты тоже являются и экологически чистыми, и не совсем. Да. Мы знаем, что отравление от арбузов это очень часто происходит именно в августе. И недавно был случай в станице Орджоникидзевская. Ребенок отравился, и вот проверки, контроль за этим. В летний сезон, как мы знаем, очень часто возникают различные проблемы, да, по вопросам плодоовощной продукции, бахчевых культур. Самый сезон начинается в конце июня, хотя мы все знаем, что бахчевые культуры – это конец июля и весь август. И чаще всего эти проблемы возникают в конце июня и в течение месяца июль, потому что очень рано как бы приобретаются бахчевая культура, покупают наши жители, и поэтому они не соответствуют чаще всего требованиям. В связи с летним сезоном ведется в течение всего летнего сезона проводится лабораторный контроль, также микробиология, санитарно-химический и на содержание яйцеклист. Вот в этом году официально зарегистрированных отравлений у нас не было. Почему я скажу? Часто, да, возникают какие-либо пищевые отравления, но наши жители, обратившись за медицинской помощью, это в лучшем случае, чаще всего не обращаются. При оказании первой помощи отказываются от госпитализации. Ну вот недавно у меня был диалог с дедушкой вот этого ребенка, и после того, как я его спросил, вы обратились в соответствующие органы, санэпидемстанцию и другие, он сказал, ну, говорит, что продавцы также и дальше будут продавать. А я говорю, ну, люди потом еще одно, второе, третье отравление, и это может кончиться, ну, смертельным исходом. Люди просто не обращаются, да, получается? Вы знаете, когда поступает экстренное извещение с диагнозом пищевая токсикоинфекция, специалисты Роспотребнадзора непосредственно выезжают на данную торговую точку. Соответственно, мне еще хотелось бы отметить, что очень часто ведется несанкционированная торговля в неотведенных местах. То есть сегодня стоит машина, да, торгует бахчевой культурой, завтра их уже нет. Поэтому очень тяжело бывает как бы найти виновного. Но если внутри рынка устанавливается директорами рынков определенные отведенные места, также места отводятся главами администрации. Ежегодно в течение летнего сезона выносится постановление о контроле за бахчевыми культурами. Это постановление направляется всем главам администрации. В этом постановлении указывается, что должна вестись только
только санкционированная торговля с отведенными местами. Также должен осуществляться лабораторный контроль, должны быть соответствующие документы на разрешение реализации плодовочной или бахчевых культур, и что необходимо как бы осуществлять контроль за всеми этими вопросами. После того, как выявляется продукция, которая не соответствует требованиям, эта продукция уничтожается совместно с сотрудниками МВД. Если выявляются какие-либо нарушения в этих требованиях, соответственно, мы выносим административные наказания в отношении ответственных лиц. Если это рынки, это директора рынков. Если это на территории городов и районов происходит, то уже административный материал выносится в отношении глав администрации. Также помимо всего как бы надзора, в средствах массовой информации очень часто и очень много у нас было выступлений, доносим до жителей Республики Ингушетия, как правильно должна реализовываться плодовочная бахчевая культура, как правильно покупать, да, что есть какие-то запреты в реализации. То, что мы видим вот вокруг, возле дорог продаются арбузы, это да. Несанкционированная торговля. Да? И не стоит у них покупать. Да, вот если... Большая вероятность, что этот продукт является экологически нечистым и небезопасным для здоровья. Если плодовочная продукция, бахчевая культура реализуется вблизи автотранспорта, соответственно, это является нарушением. То есть выхлопные газы, как мы знаем, да, автотранспорт, все эти выхлопные газы, можно сказать, как бы впитываются во все эти продукты, соответственно, они уже являются вредными. В основном основной показатель – это содержание нитратов. Карина, но кроме того, что они становятся не экологически грязными, да, скажем так, возле дорог, они при самом росте, то есть производитель тоже какие-то пестициды применяют во время этого роста. Да, есть в процессе выращивания, имею в виду, да, то есть до того, как продукт попадает на прилавки, он выращивается, да, могут использоваться различные химические ядохимикаты против... Вы ведете надзор, да? Вот? Да, вот лабораторный контроль осуществляем. Как только начинается реализация плодовочной и бахчевых культур, как бы организовываются внеплановые рейдовые мероприятия, в ходе которых отбирается продукция, то есть специалисты Центра гигиены эпидемиологии отбирают продукты в лаборатории санитарно-химическую и микробиологическую. Чаще всего у нас показатель нитратов не соответствует, то есть по превышению нитратов, как мы знаем, завышение нитрат могут привести к пищевому отравлению. Если обнаруживается содержание яйцеглист, то это как раз-таки та проблема реализации возле автодороги. И еще не нужно забывать, после того, как приобрели арбуз, да, или дыню, необходимо тщательно промывать, желательно с применением хозяйственного мыла. Карина, еще один вопрос, который тоже волнует многих наших граждан. Это наличие на наших прилавках продуктов с содержанием ГМО. Насколько это актуально и ведете ли вы какой-нибудь контроль? Ну, для начала я скажу, что такое вообще генетически модифицированный организм. Это организм, генотип которого был изменен методом генной инженерии. Генетически модифицированные организмы чаще всего используются в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. При использовании ГМО в сельском хозяйстве мы знаем, что она увеличивает урожайность, то есть выращиваются овощи, фрукты и так далее. Все это очень красиво, да, в правильной форме. Но, как правило, условия хранения, как бы сроки хранения у них очень короткие. И да, существует много мнений, что ГМО это вредно, но как бы доказательств этих фактов пока не существует. То есть пока это не запрещено, да? Да, да. И если на прилавках реализуется какая-либо продукция, любой продукт питания, на этикетке должно быть указано без содержания ГМО, либо с содержанием ГМО. То есть не только указывать, что нету ГМО, но и указывать, что есть. Либо есть, либо его нет. То есть указать обязательно? Да, если вы покупаете продукт питания, вот обратите внимание, практически на всех продуктах написано без содержания ГМО. Может быть содержанием, но это обязательно необходимо указывать, потому что содержание ГМО тоже нормируется. Для того, чтобы подтвердить, что в данном продукте отсутствует ГМО, ежегодно, каждый квартал мы направляем продукты питания
в Ростовский федеральный центр гигиены и эпидемиологии, так как у нас пока нет лаборатории, которая определяет наличие ГМО, направляются ежеквартально продукты питания, и результаты лабораторных исследований к нам уже возвращаются. Мы как бы отправляем те продукты питания, в которых чаще всего могут использоваться ГМО. Но пока подтверждения того, что ГМО содержится, не было на сегодняшний день. Ну и в конце нашей передачи, предоставляя каждому из вас слово, вы можете обратиться к нашему населению, к телезрителям и призвать их к чистоте, к тому, чтобы они бросали мусор не в отведенных местах. Я призову население к чистоте, попрошу их выбрасывать мусор в отведенных местах. Вот помимо того, что мы сейчас говорили, да, мы как надзорные органы проводим свои мероприятия, да, административные материалы, административные штрафы, мы все прекрасно знаем, что чистота – это половина веры. Поэтому очень хотелось бы обратиться, чтобы каждый житель не только внутри своего дома соблюдал чистоту, но и за пределами. Помимо вот санкционированных, несанкционированных свалок, у нас очень много вопросов возникает внутри городов и районов, так как у нас стоят мусорные контейнеры вдоль центральных трасс, и очень часто бывает такое, что они тоже у нас переполнены, стоят длительное время. Поэтому хотелось бы обратиться, чтобы все наши жители соблюдали чистоту. В первую очередь я присоединяюсь к тем словам, которые были сказаны. Во-вторых, я сказал бы, не делайте того, что вы не сделаете у себя дома или для себя. Тогда у нас будет все нормально. Пользуясь случаем, я бы призываю население принять участие во Всероссийском субботнике, который будет 29 августа в нашем регионе, не только в нашем регионе, во всей Федерации. Ну, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к населению нашей республики, чтобы они мусор не выбрасывали в неотведенных местах, чтобы, тем более у нас есть жители, которые проживают на берегах водных объектов, чтобы они тоже самое бережно относились к нашим рекам, нашим озерам. Необходимо в срочном порядке организовать хотя бы один полигон на территории республики, чтобы он имел этот полигон перерабатывающие мощности, имел лицензию на право обращения с отходами, чтобы все населенные пункты могли передавать мусор свой, и чтобы на этом полигоне проходила обработка, переработка и утилизация. Это решил бы очень большой ряд вопросов по размещению отходов на территории республики. Я вас благодарю за участие в нашей программе. Всего доброго, до свидания. Сегодня в ходе нашей беседы мы вспомнили активистов из движения «Чистая Сунжа», которые очищают берега рек от мусора. А будет ли вся наша республика экологически чистой, зависит не только от государственных органов, но и от неравнодушия нас с вами. Это была программа «Ингушетия» сегодня с Амиром Кукурхоевым. Всего доброго, до свидания.